Холодный ветер. Надо будет там где-то стать дальше. Одеться. Пододеться. Да, ветер капец. Колыхает. Одна из лучших дорог в Крыму. О-о-о. Это этот серпантин. Еще есть серпантин, как ехать с этого, как его, с морского, да? С морского веселая, там тоже красивая дорога. Ну и полностью вот эта дорога ЮБК тоже красивая вся. Именно вот эта нижняя дорога, которая серпантинная. Она вся такая интересненькая. Включил ЕМТБ по пакете. Да, красота, ляпота. Только если бы не было ветра этого гребаного. Да, для меня тоже ветер это фигово. Хоть и электричка, мощнее, все дела, но все равно тоже ветер влияет на скорость передвижения, так скажем. Не, ну на турбо, если ехать постоянно, то в принципе ветер он не такой уж и страшный. Но я ж чуть-чуть поэкономлю. Типа не спешу. Давай, объезжай. О. Ух, красота. Давай, 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 жарим сало. 20 на подъем. Заехали 20. Капец, ветер заморил.
На подъеме, блин. Все, погнали дальше. Едем на набережную. Капец ветер, блин. Фигачит, блин. Встречный ветер. Фигачит, блин. Автобус. Опасный автобус. Давай, автобус, ты уже или поворачивай, или едь уже, или что. О, трогается. Давай, давай, братан. Давай не газу. Нам все равно направо. Ну, прямо это, да, прямо это, как мы приехали. Генуэзская крепость. Красота.
Вот и набережная. Музычку потише. ЕМТБ. Режим. Добро пожаловать на набережную Судака. Мороженое не желаете? Да не, мы потом кофейка бахнем на заправочке. А здесь мы чисто так прокатимся, посмотрим обстановку, что тут происходит. Ремонты, да, еще идут. Еще прям не все открылись. Тут какой-то поставлето. Вертушку поставили. Диджей играет. DJ set in the club mix. Да. О, уже 5:30. Уже надо ехать на заправку пить кофе, блин. Скоро поедем на заправку. Блин, как я провтыкал сегодня. Не взял, блин, этот. Не взял, блин, с собой запасную батарею. Да, провтыкал, блин. Собаки. А он на поводке. Он на поводке. Мало загорают, больше ходят по набережной, чем загорают. Больше ходят, чем загорают. Не, вот тут уже есть, да, народ загорает. Вот уже есть, да, чуть-чуть народу. Тихо, чисто так. Малой рулит. Малой тут сидят, да, народ. Сейчас прокатимся чуть дальше. Можно даже вообще прокатиться туда, посмотреть, что там они делали этот набережную, там восстановили или не восстановили. Музычка. Ла-ла-ла. Где-то враг даже болтыхается, ничего себе, в воде. Сейчас пройдем, посмотрим. Туда, а он кран стоит, значит, делают. Значит, делают, да. Значит, скоро восстановят до начала сезона. Там, по-моему, он с забором перекрыли. Ну да. Перекрыли. Да, но люди все равно ходят в обход. Я не знаю, что нам ехать. Не будем сегодня ехать в обход.
развернемся сейчас вот здесь. И все. Не будем и туда ехать. Что у меня, блин, штанина так сползла вниз. Ой, и это тоже сползла. Ладно, поехали. Короче, на выезд на Кипарисовую аллею и на этот. Сейчас станем здесь, посмотрим. Купаются так. Фотосессию сделаем. Погнали. ЕМТБ. Включим. Тут, как всегда, шашлыки, чебуреки, пиво, квас, шаурма. Все, что хочешь. Кипарисовая аллея Судака. Добро пожаловать. Фу. Так, собаки. Собаки — это плохо. Голодные. Они голодные — это хорошо. Фу. Что это тут за потопы, блин? Какие-то потопы. Так, ну ладно, поехали на заправку.
встречный ветер, блин, фигачит собака. Надо включить мне освещение. Ну нафиг. Освещение включим сейчас. Где-то моя вторая фара. Вот она. Прикольно, это велосипед или это электрический? Велосипед. Прикольно. Электро. Гоночный, наверное. А? Гоночный, наверное. Ну да. Горный, гоночный. Ладно, удачи. Счастливо. Говорит, гоночный? Я говорю, да, гоночный. Гоночная электричка. Так, а нам надо прямо ехать. А нам прямо надо ехать.
Касян. Газуй! Come now, come. Look out, boy. Just turn around now. 'Cause you don't welcome anymore. When you don't want to try to be with your Капец ветер! Это всю дорогу он будет. Жесть просто. Просто жесть. Всю дорогу будет фигачить. Да уж. Плохо. Плохи наши дела сегодня. Может не хватить домой. Ладно, посмотрим. Хватит или не хватит. Посмотрим. Главное, чтоб хватило до Коктебеля. А там уже... А там можно и пройтись пешком. О, да уж. Ну, вообще-то не смешно. Да не, при такой температуре должно хватить. Хоть даже и ветрено. Все равно должно хватить. Феодосия налево 50 километров, Солнечная долина направо 16 километров. Ну что, жарим по этому, через Солнечную долину. Да не нафиг ты чё. Через Солнечную долину, ну его в баню. А вот мы на заправочке уже. Надо заправиться электричеством. Да, когда-нибудь будет такое, что можно подъехать на заправку и заправиться электричеством для велосипеда. Не для машины, а для велосипеда. Не, ну вообще, ну как бы это надо с собой возить, ну да, это надо с собой возить зарядку, а так ты подъехал, заправился и все. Ой. Все, сейчас возьмем кофейка, хот-дога, посидим, попьем, покайфуем. Так, ну что, выезжаем с заправки Судака и направляемся в Коктебель. Ветрено, ветер встречный фигачит.
Будем всю дорогу ехать, наверное, с ветром. А что сделаешь? Ветер, да, это такое. Сегодня он есть, завтра его нету. Горы, горы. Красота, лепота. Пока солнечный день. Еще до заката далековато еще. Будем ехать. Ну, до Коктебеля 100% мне хватит. А там, если что, пойдем пешком. Конечно, шучу, должно хватить до Орджоникидзе. Температура-то нормальная. Что ветер, да. Но ветер особо не прям так влияет на заряд батареи, как температура. Вот температура, да. Так что как-то так. О-о-о. Так, там сзади машина. Или нету? А не, нету. Ошибся. Красота. Горы, горы. Горы, да. Что нам, километров 50? Да. Орджоникидзе. Фары. Передний свет, чтобы нас было видно. Скала такая, вид отсюда вообще бомбезный. Просто шикарно.
классненько надо переключиться. Когда-нибудь доберутся до этой дороги и сделают здесь хорошую дорогу. А пока мы будем ехать и болтаться со стороны в сторону. Да. Сделают дорогу эту. Как только там все дороги закончат, основные, доберутся и до отсюда. Эх, красотища. Вот сколько раз все равно ездишь и не перестаешь удивляться, какие же все-таки красивые у нас места. И никуда не надо лететь там за 1000 километров там. Все здесь, на родной земле. А то там в Турцию, там куда-то там еще там. Нафига оно надо? Вся красота у нас есть. В Крыму, в Сочи, на Алтае, еще там где. Все у нас. А куда-то лететь там, чтобы где-то прокатиться. Не, ну конечно, для разнообразия, там посмотреть новые места. Но те, кто живут в Крыму, они в основном ездят по Крыму, в Сочи ездят, в Эльбрус, в Донбай, там, Алтай. А за границу мало кто летает. Даже те, у кого деньги есть. Так что вся красота здесь. И кто бы что ни говорил, а как в Крыму природа, нигде такой природы нету. Я имею в виду сочетание горы, моря, леса, все где-то в перемешку, если взять, то такого нет нигде вообще. Так что сегодня в одно место поехал, завтра в другое, послезавтра в третье, послезавтра в четвертое, в пятое, в шестое, в седьмое и так далее. Мест просто даже некогда их все объезжать, ездить, смотреть всю эту красоту. Время только, да, надо. Время находить для путешествий таких, как, так скажем, ну не то что путешествия, а для поездок в одно место, в другое, в третье там. А на машине вообще нефиг делать, если взять ЮБК и восточную часть. Ха, хоть ты там живешь, хоть ты здесь живешь, сел на машину, что там, 2 часа, 2,5, и ты уже там, ну, либо в Ялте там, либо в Фаросе там. Либо здесь.
Ну, кто с Ялты, например, ездит сюда, в Судак, в Новый Свет, вот, в Орджоникидзе. Ну, я так думаю, те, кто с Алушты, с Ялты, мало кто ездит в Орджоникидзе, в Феодосию. Редко, потому что там у них больше всего красивых мест. Да, то, что песчаных пляжей нету там, это да. Зато у них все есть, все другое есть. Леса, горы высокие, всякие туристические пешие маршруты там. Ну, то есть много там вообще, куда можно пойти, поехать. Ну, это же города большие. Там как бы, да, там и зимой офигенно. Если даже брать вот город Феодосию и город Алушту, Ялту, мне кажется, в этом, в Ялте, в Алуште куда интереснее, веселее зимой, чем в Феодосии. В Феодосии зимой как-то все вообще грустно, печально, многое закрыто. Люди сидят по домам или где-то еще, ну, то есть движения нет. Все спят дома. А там, блин, движуха все равно, хоть даже и зимой. Но все равно, вот сколько я жил в Ялте зимой, все равно как-то вот не так. Ну вот зима, когда холодно, если там градусов 5, там 7, 8, то людей гуляет мало. Вот. А когда чуть потеплеет, плюс 12, плюс 15, все, да, выходят, ходят, гуляют. Как-то так. Фу. А мы идем на подъем, на турбо тащим. Ну, пока так, да. Особо подъем не ощущается. Так, чуть-чуть. Чуть-чуть. Фу. Виноград такой же прям. Листья такие прям зеленые-зеленые. Такие пышные. А вот тут справа я не пойму, что здесь. Виноград вверху растет, а тут прям листья внизу. Непонятно, что это такое здесь. Или такой сорт винограда. О, подъем пошел. А мы не спешим никуда вообще. Времени у нас вагон, так что едем себе и наслаждаемся дорогой. Ой. Да, на машине так пролетел, пролетел. А на велосипеде едешь, рассматриваешь все. Скорость, что там, 20 километров в час. Туда посмотрел, сюда, не спеша, все медленно.
Так сюда снимаешь все, а на машине чух-шух-шух. Пролетаешь все. Только мельком в окно все. На машине, да, хорошо, если надо быстро доехать куда-то. Ну или так вообще, да, доехать. А так, конечно, на велосипеде куда кайфовить ехать. Если еще без рюкзака этого гребаного. Взял с собой, блин, рюкзак. Ну ладно. Тренировка спины, да. С весом. Фу. Так что да, все-таки не на такие большие, ой, на такие небольшие расстояния вообще, ну, на машине даже не совсем так, чтобы интересно ездить. Вообще, ну не в кайф. Просто сесть, например, на машину, приехать в Судак, пройтись по набережной там, да, и потом сесть и поехать назад. Куда интереснее на велосипеде ехать. Ну, правда, в одну сторону я езжу только. А так, конечно, да. Не, ну на машине, конечно, что, классно, сел, поехал. Час туда, час назад. Скорость, все дела. С семьей там, если прикольно, да. Но все равно машина машиной, а велосипед велосипед. Куда хочешь, свернул, заехал. В любые дороги, любые грунтовые дороги. Захотел там на какой-то подъем в гору заехать. Попер. А на машине ты станешь, поставил машину и надо пешком куда-то лезть. Так что, да. Мотоциклы только что подъезжали на заправку. Заправлялись. Дырчат как этот, блин. Ну, не знаю, но для меня не. Мотоцикл не. Даже они вот на этих, на эндуро. Ну, не. Скорость, да, там все дела. Ну, то, что он дырчит. Его слышно за километр. Мотоцикл это не для меня. Я на своей электричке везде проезжаю, там где они проезжают на мотоциклах по более-менее таким дорогам, да. Ну, понятно, если там сильный крутой прям подъем вверх, то я да, не заеду. Вот, но таких подъемов как бы единицы. Так зато ты едешь тихо, крутишь педали, на кнопке турбо сила, все. Тихо, все как бы. Никто не слышит тебя на мотоцикле. Заехал в лес, и тебя на весь лес слышно, все зайцы разбежались. Ну и все равно мотоцикл по падениям, травмам будет, конечно, куда опаснее, чем
велосипед, потому что вес мотоцикла, вот, плюс скорость же, ты же не газуешь там, вот, и если где-то что-то ты упадешь, то как бы будет травма куда серьезнее, чем на велосипеде. Так что, ну да, кайф, да, адреналин, кайф, как бы, это все да. Ну я же говорю, это все на любителя. Кому-то нравится, кому-то нет. Но лучше всего для вот меня это машина и велосипед. Все. Погнали на спуск. Переключилась. Зараза такая. Рановато ты переключился. Солнечная долина прямо, а нам налево. Никого там сзади нету.